Вот сейчас к этой елочке, к сосне попробуем подойти. Вот она. Буля, пошли. Буля где-то лазит по снегу. Костер не будем делать больше. Не так хорошо. Не так хорошо. Красиво. Вертолет где-то летит. Дрова. Буля заготавливает дрова у нас на костер. Но мы костер не будем делать. Зимой бывают радуги такие. Можжевельник у нас. Вон там даже радуга есть под можжевельником. Надо же, живет под маленьким можжевельником, живет маленькая радуга зимой. Вот так. Ну вот. Ну вот. Зашли в лес поглубже, подальше. Народу вообще ни одного человека не ходит. По Бураньему следу зашли. Так, а что у нас тут есть? Мотоциклик есть. Чай и, конечно же, еда. Так, а что у нас тут есть? Мотоциклик есть. О. Вот это вещь хорошая. Ах, посидеть можно. Раз и все. Вот и все. Сиди хоть досидишься. Нашей собачке мы угостим пирожком. Какой вкусный пирожочек. Держи, Булечка. И сами. Сладенький, вкусненький, мягенький. О, какой горячий чай. Так, Буля, нам, знаешь, что надо? Хотя бы лыжи неохота снимать. Просто неохота лыжи снимать. На лыжах посидим. Старые добрые времена. Сядем на лыжи. О! О, классно. Вот такие крепления у меня. Так же, как на больших лыжах. На широких лыжах сделанные. Вот, отличные крепления. Вот уже года 2 хожу на тонких лыжах с этими креплениями. О, сегодня замечательный день. Солнце прямо, на солнце более-менее тепло сидеть. А когда в тени леса идешь, то холодно. А собачки классно, она бегает, она зиму любит, снег любит, бегает вовсю.
птицы поют. Даже птицы поют зимой. Ну что, возьму на себя такую ответственность и поздравлю всех с наступающим Новым годом, с астрономическим Новым годом, с календарным Новым годом. Пусть у всех будет здоровье. Самое главное — здоровье. А что еще пожелать? Все желают, и все. И у всех все похоже, поздравления. Так что, ну, попробуй пожелать еще кое-что. У меня собачка крошки подъедает. Хочу пожелать еще. О, дрова пришли. Хочу пожелать еще всем людям, которые смотрят канал этот, которые поддерживают, защищают меня и канал этот, и фильмы защищают. И те, кто ругает, критикует, они тоже классные люди. Просто они так видят эти фильмы. И все. Но хочу пожелать, чтобы это не обязательно в Новом году, это вообще, чтобы люди, все люди нашли, и вы, которые сейчас смотрят, нашли свой путь сердца, который у человека есть единственный этот путь. И чтобы нашли увидели в себе тот маленький кусочек божественного света, который у каждого есть в сердце, внутри. Он светится своим особым светом. Он единственный такой свет божественный, на который никто не претендует вообще. Он никому не нужен, как бы он беспонтовый, кажется. Он невыгоден. На него никто не нападает, никакие силы, ни демонические, ни демонические силы, никому не нужен. Он как бы несъедобный, не переваривает его. Вот. Да и человеку, когда он часто человек встречается со своим внутренним божественным светом и часто не узнает его. Узнает и в то же время не узнает, потому что он как бы беспонтовый. Но может это единственное в жизни, ради чего стоит жить, мне так кажется, чтобы именно найти этот свет в себе, опознать его, и потом всю жизнь искать его и накапливать его. Самое интересное, что если человек распознает в себе божественную суть, которая у него есть, маленькая невостребованная божественная суть, распознает ее и согласится, что это она, и он тогда во всех делах, во всех поступках, вообще в жизни будет искать именно свечение этого божественного света, который есть везде, разливается. А он интересным свойством обладает таким. Когда его часто видишь или ищешь его, потом видишь его часто, то он просто вот накапливается в человеке, накапливается, кусочек за кусочком этот свет накапливается, пока он не вырастет в какую-то определенную силу, собственную личную силу. Не личную силу, а силу этого божественного света. И Булька отнимает у меня палку. Вот. И когда он вырастет... Все, Булька палку сбила. Ну ладно. И когда он вырастет в нечто такое, что будет в человеке постоянно светить, тогда человек может, да и раньше, человек может именно на него опереться в своей жизни. Больше не на что опереться, только на этот свет. Вот. И он начнет, и этот божественный цвет, он же живой, он совершенно же, он живее нас с вами.
Вот. И он начнет выстраивать путь человека. Ой. Ой, Булька дрова заготавливает. Начнет выстраивать свой путь. И все вокруг человека начнет изменяться. Все в соответствии с видением этого света. Он будет уже не через призму на мир смотреть, своих переживаний, эмоций, своих несбывшихся надежд, не через призму всех тяжелых чувств, а через призму этого света, вот через призму этого божественного света, потому что этот божественный свет никому не нужен совершенно. На него нету атаки со стороны. Его никто не атакует. Ну, это единственное, ради чего стоит жить. Это мне так только кажется, конечно. Вот. Хочу поздравить вас с тем, что вы... Ой, не поздравить даже, а пожелать всем вам найти в себе этот цвет и опереться в жизни на него. И опереться в жизни на этот цвет. Вот. И все. Ради чего еще стоит жить? Разве жизнь стоит таких страданий, мучений, если нету в душе света и если твоя жизнь не выстроена свечением этим? Божественный свет не принадлежит ни одной религии. Как бы они ни говорили, но он к религии не принадлежит. Это выше всего, выше всех религий. Он, как не помню, Конфуций, что ли, сказал когда-то, что его спросили, не помню же, типа, что такое божественный свет? Я, наверное, неправильно скажу, но я суть скажу. Нет, его спросили, что есть Бог? И он ответил, Бог есть свет. И нету там никакой тени. Ну, примерно так. Может, не так, но примерно так. А когда Бог человек, то это очень подозрительно, конечно. Ну ладно, не будем никого обижать, оскорблять. Короче, с Новым годом, с наступающим вас всех. А мы сейчас еще перекусим и пойдем домой. Потому что солнце уже садится, и будет уже все холоднее и холоднее на улице. Что есть свет? Что есть Бог? Это чистый свет, и нету никакой в нем тени.
Иду по собачьим следам. Собака куда-то идет, я за ней иду. Она себе просто гуляет по лесу, а я за ней хожу. Я за ней хожу. Я за ней. Ладно. Красиво в лесу, елки-палки. Как замечательно в зимнем лесу. Я даже больше скажу. Знаете, все люди болеют. Такое чувство, что люди рождаются с болезнями, умирают с болезнями. Когда-то они не активны в юности, в детстве, а потом уже воспаляются. Болезнь невозможно вылечить. Просто их можно или обращать на них внимание, или не обращать. Вот. Вот в городе, ой, так глубоко стало ходить в лесу, я пешком хожу, без лыж. В городе, когда человек живет, то болезни прямо у него высвечиваются все. Там светится. Органы, они светятся все своим светом, все своим сознанием светятся. А в городе у них свет усиливается почему-то. То там сильнее светится, то там. Или то почки, то селезенка, то ноги, то коленка у людей. Вот. И вот это усиленное свечение болезни, оно вызывает беспокойство для человека, конечно. И он чувствует себя больным и постоянно обращает на этот болезненный свет всю свою жизнь. Не жизнь, а время посвящает, чтобы на его наблюдать, болеть. Вот. Нет, я не это хочу сказать, в принципе. Это понятно и так, что все болезни в городе, они активируются, высвечиваются. Вот. А когда приходишь в лес, как ни странно, все болевые точки, которые светятся в городе и причиняют неудобства организму нашему, не светятся. Свет их пропадает. Они живут своей спокойной жизнью. Очень странно. Видать, в городе их никто не достает. И они светятся тихим, спокойным светом. Вообще их не видно. И весь организм в лесу выравнивается. Как будто никаких болезней не существует. Ничего не существует. Даже в лесу можно и не знать, а где сердце находится, где почки, где легкие находятся. Вообще не существует таких понятий. Потому что весь организм становится просто равномерным. Равномерным и прозрачным. Никаких не светятся болезни. А как в лес, как в город снова приходишь, и нечто опять начинает воздействовать на эти болезни, и свет увеличивается. И свет увеличивается этих органов. Им очень неуютно с таким с большим собственным светом. Ну, кому-то это нужно, скорее всего. Кому-то это нужно, чтобы светились наши больные участки и предоставляли нам беспокойство. Вот. Ну, просто я такое заметил. Может, совсем все не так, скажем, да? Ну, я вот такое заметил по себе. И когда с другими людьми ходили в лес, тоже вот такое, что в лесу болезней не существует. В тайге болезни не существует. Очень странно. Ну ладно. Что-то я все... Ох, я разболтался сегодня. Это у меня язык... Просто день хороший сегодня. А язык... Всем известно, что он без костей. Всегда. Что хочет, то и лопочет. Язычок у нас. Я уже не знаю, где мы остановились, где рюкзак кинули. Надо поискать. Собачка убежала, где-то бегает. Где-то мы остановились. Ладно, найдем сейчас место.
А, вон, собачка уже на месте. Вижу ее. Сейчас. Вижу ее, вижу. О, вон она. Ой, через елки пробраться надо. Через елки пробраться. Собачка уже возле рюкзака сидит. Вот она, палочку грызет. Как она любит грызть палки. Вот молодец. Молодец, наша красавица. Молодец, молодец. Молодец. А вот лыжи крепления. Обычные крепления. Раз. Ой. Ой, где-то. Раз. Ну и вот такие крепления. Вот и все. Это под низ это ложится. Вот такие крепления у нас. Так, застегиваются на резиночке и все. А когда не застегнуты, они просто болтаются, пружины вот такие. Аж щеки замерзают. Ого. 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 Вот это да. Настоящая зима, как-никак.